Ukrainoje, Ukrainoje. И я в общине, которая называется «Остров», она во Львове. Ir esu iš Lvovo bendruomenės, kuri vadinasi Sala. И я был дважды ответственным за страну, и мы делали много-много формаций, и я рад, что тоже можно быть здесь, на этой формации. 2 kadencijas teko būti Ukrainos šalies atsakingoju ir teko daug kartų vesti formaciją, todėl džiaugiuosi, kad galiu tą daryti ir čia su jumis. Я сам женат, у меня 2 маленьких детей. Esu vedęs, turiu 2 mažus vaikus. Моя семья тоже в вере и свет, и она тоже, когда меня посылала сюда, они все просили, кто умеет говорить, передать вам большие приветы. Mano šeima taip pat yra tikėjime ir šviesoje, ir prieš mane palydėdami jie visi, kurie moka kalbėti, prašo perduoti jums didelius linkėjimus. Я по профессии врач, я есть детский психиатр и психотерапевт. Iš profesijos esu daktaras, gydytojas ir vaikų psichiatras ir психотерапевтов. И чтобы начать эту формацию, я думаю, что это было бы очень не по веросветски, если бы я только начал со слов. Ir pradedant šią formaciją, manau, kad tai būtų labai nepanašu į tikėjimą ir šviesą, jeigu aš pradėčiau žodžiais, vien žodžiais. Потому что одно очень важное, что я открыл для себя в вере и свет, что есть особый язык общения. Todėl vienas iš svarbių dalykų, kas atsivėrė man tikėjime ir šviesoje, kad... И что этот язык, к сожалению, не учат в школе, не учат в университете, и нет как бы таких оглавлений, что мы преподаем этот язык. Ir kad tos ypatingos kalbos, kurios išmokstama tikėjime ir šviesoje, jos nemokama universitetuose. И это язык любви. Я открыл для себя, что язык любви в первую очередь это язык невербальный, это язык жестов, это язык мимики. Tai meilės kalba ir aš atradau, kad tai pirmiausia neverbalus bendravimas, tai bendravimas per gestus, per išraiškas, per mimiką. И у меня есть очень большой друг и большой учитель, его зовут Мирон, я вам буду много о нем рассказывать, но он очень мало говорит. Turiu didelį labai gerą draugą, kuris taip pat yra mano mokytojas, jo vardas Mironas ir jis labai mažai kalba. Но он очень много общается. Bet jis labai daug bendrauja. И я очень люблю ходить с ним в театр. Man labai patinka su juo keliauti į В teatrą. консерваторию. Konservatoriją. Он знакомит меня с многими людьми. Jis padeda man, jis supažindina mane su daugeliu žmonių. Он имеет очень открытое сердце. Turi labai atvirą širdį. И когда он приходит куда-то, он так просто подходит к человеку, и он смотрит ему в глаза, и он касается его рукой, и он так легко-легко его гладит. Ir kai jis kur nors eina, jis sutinka žmonės ir tiesiog jisai prisiliečia prie jų ir savo ranką ir labai švelniai jos glosto. Я хочу пригласить вас сейчас не говорить совсем никаких слов друг другу. Todėl dabar norėčiau jūs pakviesti vieni kitiem nesakyti jokių žodžių. Просто подойти друг к другу, посмотреть в глаза и так легко-легко друг друга погладить. А я включу музыку. O tiesiog prieiti vienas prie kito, nieko nesakyti, bet labai švelniai paglostyti, pažiūrėti į akis. И для начала ехал, я общался с Кристиной через электронную почту, и я ее спросил, какие она имеет ожидания. Prieš važiuodamas čia, Olegas su manim susirašė per elektroninių paštų ir klausė, kokie yra lūkesčiai. И я думаю, что наша Кристина очень мудрая и очень добрая, и она написала очень ожидания, которые меня очень тронули. Ir mūsų lūkesčiai labai palėtė Olegą. Она написала, что она очень хочет, чтобы эта формация помогла глубже почувствовать тайну веры и света и призвание веры и света.
Buvo parašyta, kad trokštama, jog ši formacija padėtų giliau pažinti tikėjimo ir šviesos dovaną ir slėpinį. Чтобы эта формация вдохновила и дала больше силы и радости нести ответственность веры и света. Kad ši formacija įkvėptų ir suteiktų daugiau džiaugsmo ir jėgų prisimti ir nešti atsakomybę tikėjime ir šviesoje. Она написала, чтобы ваши общины благодаря этому могли расти как в ширину, так и в глубину. Kad mūsų bendruomenės Lietuvoje galėtų dėka šios formacijos galėtų augti ne tik į plotį, bet ir į gylį. И чтобы они принесли много-много плода. Ir kad jos neštų daug vaisių. Я думаю, что я тоже очень об этом надеюсь, и очень, когда я готовился, я тоже очень молился в этом намерении. Aš taip pat labai to tikiuosi ir kai ruošiausi, labai meldžiausi dėl to. И я тоже чувствую, что это большие надежды Бога, потому что Бог имеет большие мечты. Taip pat tikiu, jog tai yra didelės Dievo viltis, nes Dievas turi didžių svajonių. Что Он очень хочет, чтобы было много любви, чтобы было много радости, много жизни, много мира. Jis nori, kad būtų daug meilės, daug džiaugsmo, daug ramybės. И чтобы все это было в этом мире, в этом обществе, и тоже в наших общинах, и в сердце каждого из нас. Ir kad visa tai būtų pasaulyje, mūsų visuomenėse, mūsų bendruomenėse, o taip pat kiekvieno iš mūsų širdyje. Я думаю тоже, что большая мечта Бога, чтобы каждый из нас имел жизнь в полноте и принес много-много прекрасных плодов. Manau, jog didžioji Dievo svajonė yra ta, kad kiekvienas iš mūsų neštume daug vaisių ir turėtume gyvenimo pilnatvę. И я думаю, что для этого Он тоже придумал веру и свет, чтобы каждый из нас мог расцвести и принести много прекрасных плодов и иметь жизнь в полноте. Manau, kad būtent dėl to Jis sugalvojo tikėjimą ir šviesą, kad kiekvienas iš mūsų galėtume turėti gyvenimo pilnatvę, pražysti ir žydėti. Я думаю, что это самая большая тайна и самое глубокое призвание веры и света. Aš manau, jog tai pats didžiausias slėpinys ir pats giliausias tikėjimo ir šviesos pašaukimas. Давать жизнь. Teikti gyvenimą. Я хочу вам рассказать о 3 людях. Norėčiau jums papasakoti apie 3 asmenys. Хочу вам рассказать о моем друге Мироне. Apie mano draugą Mironą. Когда я его встретил в 93 году, ему было, наверное, 25 лет. Kai 93 metais pirmą kartą jį sutikau, jam tai buvo 23 metai. И он совсем не говорил, он молчал все время. Ir jis visiškai nekalbėjo, visada tylėjo. Он такой высокий, он большой, он ходит, он хорошо движется. Jis toks didelis ir aukštas, jis vaikšto, gerai juda. Он не смотрел никому в глаза, и он все время молчал. Bet niekam nežvelgdavo į akis ir visada tylėdavo. И мы думали, что, наверное, он настолько, его ограничения биологические такие сильные, поэтому он не говорит. Ir mes galvojame, kad biologiniai jo apribojimai tokie gilūs, kad būtent dėl jų jis ir nekalba. Потом он был на вере и свет, он был на встречах, он больше смотрел в глаза. Paskui jisai dalyvavo tikėjime ir šviesoje, ateidavo į susitikimus, pradėjo daugiau žvelgti į akis. И он начал немножко говорить. И мы увидели, что он может говорить. Pradėjo truputį kalbėti ir tada mes pamatėme, jog jis gali kalbėti. И мы поехали на летний лагерь. Это был первый лагерь «Веры и свет» в Украине. И в Украине любят танцевать. И мы каждый вечер делали на улице танцы. Ir tada mes išvykome į vasaros stovyklą. Tai buvo pirmoji stovykla Ukrainoje ir mes labai mėgstame šokti ir vyko šokių vakaras. И вы знаете, как хорошо, когда летний вечер, когда звезды на небе, когда играет музыка, и люди танцуют возле леса, возле природы. Žinote, kaip gera yra vasaros vakarą, kai danguje žyba žvaigždės, kai yra graži gamta ir žmonės gali šokti gamtos miško prieglobstyje. И все танцевали, а Мирон смотрел. Ir visi šoko, o Mironas žiūrėjo.
И он спросил меня, почему его никто не приглашает на танец. Ir jis manęs paklausė, kodėl niekas jo nepakviečia šokiui. Я ему сказал, что это он мужчина, и такая традиция, что мужчины должны приглашать. Ir aš pasakiau, jog jis yra vyras, o pas mus tokia tradicija, kad būtent vyrai kviečia šokti. И тогда я помог ему пригласить первую девушку, потом другую на танец. Tada jam padėjau pakviesti pirmąją merginą, paskui kitą šokiui. И он вначале танцевал очень неуверенно, так его тело было очень странное. И потом он все больше и больше, было больше свободы и больше радости. Ir iš pradžių jis šoko labai nedrąsiai, bet po truputį įgijo vis daugiau laisvės ir džiaugsmo. И потом он танцевал целый вечер, и потом все ушли спать, а он не хотел. Ir paskui jisai šoko visą vakarą, o kai visi nuėjo miegoti, jis nenorėjo. И я стоял и ждал, когда он захочет идти спать. O aš stovėjau ir laukiau, kada jis panorės eiti miegoti. А он так и шел дальше к лесу, и так ходил взад-вперед. O jis priartėjo prie miško ir vaikščiojo pirmyn atgal. Тогда он за некоторое время подошел ко мне и говорит: Олег, я хорошо танцевал сегодня. Po kurio laiko jis priėjo prie manęs ir pasakė: Olegai, aš gražiai šokau šį vakarą. Я говорил: да, Мирон, ты очень хорошо танцевал. Ir aš atsakiau jam: taip, Mironai, tu labai gerai šokai. Потом он опять ходил, он так смотрел вверх, ходил, и пришел и говорит: Олег, какие звезды красивые. Tada jis vėl vaikščiojo pirmyn atgal ir vėl priėjo prie manęs. Tuomet pasakė: Olegai, kokios gražios žvaigždės. Я тоже посмотрел на звезды, я сказал: да, они очень красивые. Aš taip pat pažvelgiau žvaigždės ir pasakiau: taip, tikrai jos labai gražios. И вы знаете, звезды очень красивые. Jūs žinote, žvaigždės yra labai gražios. И тогда он опять походил, и опять пришел. Tada jis vėl pavaikščiojo ir vėl sugrįžo pas mane. И он сказал фразу, которую весь свет в Украине все знают. Ее очень трудно перевести на русский язык. Jis pasakė tokią frazę, kurią Ukrainoje visi tikėjime šviesoje žino ir kurią sunku išversti rusų kalbą. По-украински это звучит так: але життя є супер фест файне. Это значит, какая жизнь невероятно супер прекрасна. Tai reiškia, koks gyvenimas neįtikėtinai ir super nuostabus. Вы знаете, жизнь может быть невероятно прекрасной. Ir jūs žinot, gyvenimas gali būti neįtikėtinai nuostabus. И с того времени прошло много-много лет. Nuo tada praėjo daug metų. И Мирон очень счастливый человек. Ir Mironas yra labai laimingas žmogus. Он знает моменты одиночества, но он очень счастливый человек. Jam teko pažinti ir vienatvės akimirkų, bet jis yra labai laimingas žmogus. И он очень глубоко сердцем знает, что он прекрасный. Ir labai giliai širdies gilumoje jis žino, kad jis yra nuostabus. Что Бог его любит, и что для него Бог дал эту жизнь, которая есть такая прекрасная. Ir kad jis žino, kad Dievas jį myli ir kad jam Dievas davė gyvenimą, kuris yra nuostabus. Я бы мог вам очень долго рассказывать о всех чудесах, которые сделал Мирон в своей жизни, и о многих вещах, которые он сделал прекрасные. Но я надеюсь, что вы поверите мне, он очень имеет жизнь, полную жизнь. Galėčiau jums pasakoti daugybę stebuklų ir ypatingai gražių dalykų, kuriuos Mironas yra padaręs savo gyvenime, bet tikiu, kad jūs patikėsite, jog jis yra kupinas gyvenimo. И он бы мог не иметь этой жизни, если бы не было веры и света. Ir jis būtų galėjęs neturėti tokio gyvenimo, jei nebūtų tikėjimo ir šviesos. Я спрашивал его сестру, каким его было детство. Klausiau jo sesers, kokia buvo jo vaikystė. И она говорила, что его не взяли в школу, потому что он умственно отсталый, и он гулял по улице, и обычно с него смеялись, и никто не хотел с ним дружить. Ji papasakojo, kad jo nepriėmė į mokyklą dėl jo proto negalios, kad jis vaikščiojo gatvėmis, kad visi iš jo juokėsi ir šaipėsi. И я как врач, я знаю очень много семей, которые приходят в наш центр, где я работаю, и их дети маленькие, и с ними тоже никто не хочет дружить, или они гуляют где-то, где нет других людей. Есть много-много людей, которые нуждаются в вере и свете.
Būdamas gydytojas pažįstu daugybę šeimų, kurios kreipiasi į tą centrą, kuriame dirbu ir su kurių vaikais niekas nenori draugauti ir kuriems labai reikia tikėjimo ir šviesos. Я хочу вам рассказать историю тоже о одной маме. Ее зовут Тамара. Taip pat norėčiau jums papasakoti istoriją apie mamą, kurios vardu Tamara. Она очень старенькая. Очень старенькая. Ji labai sena. И у нее сын Юра, у которого синдром Дауна. Ji turi sūnų vardu Jūra, kuris turi Dauno sindromą. И когда она пришла в Веру Свет, она говорила, что они сидят дома почти все время, они не очень куда-то ходят. И она была грустная, в ней было много грусти. Kai jie atėjo į tikėjimą ir šviesą, jis sakė, kad jie sėdi namuose, vieni niekur neišeina ir jo širdyje buvo pilna liūdesio. И она не говорила об этой грусти. Bet ji nekalbėjo apie tą liūdesį. В Украине обычно люди так в культуре учат, что нужно терпеть. Если трудно, нужно терпеть и молчать. Ukrainos kultūrai būdinga žmonės mokyti to, kad reikia tylėti ir tyliai kentėti. Когда смотреть на ее лицо, в ее лице было много грусти, много одиночества. Tačiau pažvelgus į jo veidą buvo matyti daug liūdesio ir didžiulė vienatvė. И с ней тоже в Вере Свет случилось много-много разных преобразований. Ее сына все полюбили, он так очень изменился. Но я хочу вспомнить об одном вечере. Į tikėjimą ir šviesoje taip pat patyrė daug perkeičiančių akimirkų, bet ypatingai norėčiau pakalbėti apie vieną vakarą. Мы имели формацию для родителей, и у нас был праздник. Vyko tėvų formacija ir turėjome šventę. И мы решили сделать свадьбу. Ir nutarėme padaryti vestuves. И все решили, что она должна быть молодой. Ir visi nusprendė, kad ji turi būti nuotaka. И мы придумали такую целую легенду, что с ней хочет жениться сантехник, и что он безумно влюблен. Mes sukūrėme legendą, kad su ja nori susituokti santechnikas, kuris be proto ją įsimylėjęs. И это был очень-очень веселый вечер. Tai buvo labai linksmas vakaras. Я не знаю, как свадьбы в Литве, но в Украине мы кричим горько, люди целуются, все говорят тосты, дарят подарки. Nežinau, kaip jūs Lietuvoje švenčiat vestuvės, bet mes švenčiam labai linksmai, mes šaukiame kartu ir žmonės skaičiuojasi. И она очень много радовалась на этом вечере. Ir ji labai džiūgavo tą vakarą. После этого вечера мы тоже с ней стояли на улице. O po to vakaro mes taip pat su ja stovėjome gatvėje. И она сказала, я такая счастливая, у меня столько радости в душе. Ir man pasakė, aš tokia laiminga, mano širdyje tiek džiaugsmo. И она сказала, и у меня такое чувство, что этой радости достаточно на всю мою жизнь. Ir man atrodo, kad šio džiaugsmo užteks visam mano gyvenimui. И она тоже сказала, я не знала, что жизнь может быть такой прекрасной. Ji taip pat pasakė, aš net nežinojau, kad gyvenimas gali būti toks nuostabus. Третью историю я хочу вам рассказать о себе. O trečią istoriją norėčiau papasakoti apie save. У меня было довольно одинокое детство. Išgyvenau pakankamai vienišą vaikystę. Потом я учился в школе, где не было дружбы между детьми. Paskui mokiausi mokykloje, kurioje vaikai nedraugavo vieni su kitais. Это было тоже очень коммунистические такие времена, когда было очень много пропаганды. Tai taip pat buvo labai komunistiniai laikai, daug propagandos. И я помню, что я часто удирал со школы, чтобы идти в парк. Ir atsimenu, jog dažnai bėgdavau iš mokyklos, kad nueičiau į parką. И я не знал, чего я там искал, но мне казалось, что там лучше всего. Из всего, что есть в мире, там с деревьями лучше всего. Nežinau tiksliai, ko ten ieškojau, bet man atrodė, kad ten pati geriausia vieta pasaulyje, kad tarp medžių yra pati geriausia vieta. И я не знал, что мне тогда в жизни не хватало. Ir nežinojau, ko tada man gyvenime trūko. Но я помню, что когда я был ребенком, я иногда хотел выть. Я выл, как волки.
Bet atsimenu, jog būdamas vaikas kartais norėdavau kaukti ir staugiau kaip vilkas. И я тогда не понимал, почему я вою, но я помню, что мне хотелось так делать. Aš tuomet nesupratau, kodėl aš staugiu, bet žinojau, kad man norėjosi tą daryti. Потом было такое время борьбы за свободу Украины, я был героем, там многие восхищались. Paskui atėjo kovų už Ukrainos nepriklausomybę laikotarpis, aš buvau herojus, daugybė žmonių manimi žavėjosi. И я в медицинском институте хорошо учился. Medicinos institute gerai mokiausi. И мне тоже тогда чего-то не хватало, я не знал чего. Ir net ir tuomet man kažko trūko, bet aš nežinojau ko. И тогда я случайно попал на веру и свет. Ir tada atsitiktinai patekau į tikėjimą ir šviesą. Я теперь знаю, что тогда у меня было закрытое сердце, но тогда я этого не знал. Dabar žinau, jog tuomet mano širdis buvo uždara, bet tuo metu to nežinojau. И когда я ходил на встречи общины, мне было плохо, мне не было хорошо. Ir kai ėjau į bendruomenės susitikimus, blogai jaučiausi, man nebuvo gerai. И я каждый раз и шел со встречи, мне было плохо. Ir kiekvieną kartą, kai grįždavau iš susitikimo, man buvo blogai. И я только много-много лет спустя я понял, почему мне было так трудно. Tik po daugelio metų supratau, kodėl man buvo taip sunku. Потому что это очень трудно быть близко с людьми, когда у тебя закрытое сердце. Todėl, kad yra labai sunku būti kartu su žmonėmis, kai tavo širdis uždaryta. Самое трудное для меня было, это когда пели эту песню тому, кто возле тебя руку дай. Я не знаю, есть ли у вас такая песня. Ypatingai sunku man būdavo tada, kai būdavo dainuojama daina tam, kuris šalia tavęs paduok ranką. И в это время нужно было давать сначала руку, потом смотреть в лицо, потом улыбаться. Ir tada toje giesmėje iš pradžių reikėjo paduoti ranką, paskui žvelgti į veidą, vėliau šypsotis. И в то время я всегда куда-то уходил. Я кому-то стул искал там. Ir tuo metu aš visada kur nors išeidavau, kam nors imdavau ieškoti kėdės. Тогда я не знал, почему я уходил. Tada Теперь я знаю. aš nežinojau, kodėl išeinu, dabar aš žinau. Это очень страшно открыть свое сердце. Labai baisu atverti savo širdį. Потому что это очень большое изменение, а всегда большие изменения пугают. Todėl, kad tai labai didelis pasikeitimas, o dideli pasikeitimai mus baugina. Тогда был трудный период в моей жизни. Tuomet išgyvenau sunku savo gyvenimo laikotarpį. Думаю, что я внутри не мог найти покоя. Manau, jog viduje negalėjau atrasti ramybės. Тогда мне приснился один сон. Tada susapnavau sapną. Мне приснилось, что я иду по такой очень плохой весенней дороге, где очень много болота и очень трудно идти. Sapnavau, kad einu vienu pavasario keliu, kuriuo kupinu pelkių, balų ir labai sunku eiti. И я вижу, как моя дорога дальше идет, и там где-то далеко другой такой, как бы, маленькая гора, и там на этой горе уже весна. Ir aš matau, kad tas kelias veda kažkur ir veda link kalno ir ant to kalno jau pavasaris. И на той горе цветет яблонька. Ir ant to kalno žydė obelėlė. И она была очень красивая. Я смотрел на нее издалека. Ji buvo labai graži, iš tolo į ją žvelgiau. И потом в один момент я почувствовал, что эта яблонька — это я был яблонькой во сне. Ir kažkuria akimirką pajutau, jog ta obelis tai aš sapnavau, jog esu obelis. Это был самый счастливый сон моей жизни. Tai buvo pats laimingiausias mano gyvenimo sapnas. И потом пришли в жизни изменения, когда мое сердце смогло расцвести, ожить. Ir mano gyvenimas ėmė keistis, kai mano širdis galėjo atgyti ir pražysti. И мне очень помог Мирон. Ir Mironas man labai padėjo. Мы с ним много ходили в то время вместе. Mes su juo daug vaikščiojame kartu. И мне было хорошо ходить с ним, потому что он молчал. Ir aš mėgau su juo vaikščioti, nes jis tylėjo. И я мог молчать. Ir aš galėjau tylėti. Это было очень легко молчать вместе. Tai buvo taip lengva kartu tylėti. И в моей общине был друг, который был на коляске, и его нужно было везти всегда домой или навстречу.
Savo bendruomenę turėjome vieną bičiulį, kuris buvo vežimėlyje ir jį visą laiką reikėjo vežti į susitikimą ir namo. Я вез его на коляске один день, и был дождь, а Мирон нес парасолю. Парасолю? По-русски. Zontik. Зонтик над нами. Ir aš jį vežiau ir Mironas ėjo kartu, lijo lietus, o Mironas laikė skėtį. И там было много луж, и он иногда заходил в лужу, чтобы зонтик был над нами. Ir tame kelyje buvo daug balų ir kartais Mironui tekdavo įžengti į balą tam, kad mus pridengtų skėčiu. И я с этим человеком все время говорил, а Мирон молчал. Ir su tuo žmogumi, kurį vežiau, visą laiką kalbėjau, o Mironas tylėjo. И потом, когда уже было время прощаться, он отдал мне, это был мой зонтик. Ir atėjus metui atsisveikinti, Mironas atidavė man skėtį, nes tai buvo mano skėtis. И тогда он сказал, знаешь, я бы хотел всю жизнь, когда будет падать дождь, носить над тобой зонтик. Ir tada jis pasakė, tu žinai, aš norėčiau visą gyvenimą nešioti tau skėtį, kai lis. И тогда я начал чувствовать, как сердце открывается. Ir tada aš ėmiau jausti, kaip širdis atsiveria. И как хорошо быть глубоко, иметь эту такую глубокую связь дружбы с другими людьми. Ir kaip gera yra turi išgyventi gilų draugystės ryšį su kitais žmonėmis. И как хорошо быть принятым. Kaip gera būti priimtam. И как хорошо не бояться быть собой. Kaip gera nebijoti būti savimi. Как хорошо не бояться, что о тебе другие думают. Kaip gera nesibaiminti dėl to, ką kiti apie tave galvoja. Когда Мирон начал учить меня танцевать. Ir tada Mironas pradėjo mokyti mane šokti. Вы думаете, я в тот вечер танцевал? Jūs galvojate, kad tą vakarą aš šokau? Я тогда не танцевал. Tada aš nešokau. Мирон очень любит танцевать. Mironas labai mėgsta šokti. И он никогда не волнуется, знает ли он этот танец. Ir jis niekada nesijaudina, ar jis moka, ar jis žino šitą šokį. И если это танго, он танцует танго. Ir jeigu tai tango, jis šoka tango. Если это румба, он танцует румбу. Jeigu tai rumbo, jis šoka rumbo. Я начал пробовать танцевать так, как он. Ir tada aš mėginau šokti taip, kaip jis. И это начало мне все больше и больше нравиться. Ir tai man vis labiau ir labiau patiko. И вы знаете, что я сейчас даже стал танцедвигательным терапевтом. Я профессионально учу людей свободно танцевать. O dabar tapau šokių terapeutų ir kaip profesionaliai mokau žmonės laisvai šokti. Но я тогда начал понимать что-то очень-очень важное. Ir tuomet aš pradėjau suprasti kažką labai svarbaus. Что если ты откроешь свое сердце, ты услышишь музыку. Jei tu atversi savo širdį, tu išgirsi muziką. Что Бог, Он большой музыкант, Он для каждого из нас создал музыку. Kad Dievas yra didis muzikantas ir dėl kiekvienam iš mūsų jis sukūrė muziką. И эта музыка очень разная, в ней есть свои разные циклы, изменения. Ir ta muzika labai skirtinga, su skirtingais ciklais, persikeitimais. И когда ты услышишь эту музыку, ты не сможешь не танцевать. Ir kai tu išgirsi šitą muziką, tu negalėsi nešokti. И тогда вся твоя жизнь, она преобратится в танец. Ir tada visas tavo gyvenimas taps šokiu. Что для меня это вся суть христианской духовности. Услышать музыку и отдаться музыке. Man tai yra viso krikščioniško dvasingumo esmė išgirsti muziką ir paklūsti muzikai. И я очень счастливый человек. Ir aš esu labai laimingas žmogus. Я очень люблю жизнь. Ir labai myliu gyvenimą. Я очень глубоко ее люблю. Ir labai giliai myliu gyvenimą. И я думаю, что жизнь, она удивительно прекрасна. Ir manau, jog gyvenimas neįtikėtinai nuostabus. И я очень хочу до последнего момента своей жизни Ir labai noriu iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos слышать музыку и танцевать. girdėti muziką ir šokti. И я хочу сейчас вас пригласить на танец.
Наши веры и свет, они очень-очень любят танцевать. Mironas ir daugybė bičiulių iš mūsų bendruomenių labai mėgsta šokti. И иногда у нас есть очень большие праздники. Ir kartais turime didelės šventės. И иногда, когда очень-очень большой праздник, и все танцуют, Ir kartais, kai vyksta didelė šventė ir visi šoka, кто-то устает, берется за сердце и садится в сторону. kažkas pavargsta, griebiasi už širdies ir atsitraukia, atsisėda nuo šaliau. И смотрит на это и говорит, наверное, так будет в Царстве Небесном. Ir žvelgia į visą tą reginį ir sako, turbūt tai bus dangaus karalystėje. И я тоже думаю, что, наверное, так уже есть Царство Небесное. Ir aš manau, kad tai jau dabar yra dangaus karalystė. Что я думаю, что танец это такая удивительная метафора Царства Небесного. Aš manau, kad šokis yra nuostabi dangaus karalystės metafora. Когда мы все едины, Kada mes visi vieningi, когда между нами любовь и радость и принятие друг друга. kada išgyvename tarpusavio meilę, džiaugsmą ir priimame vieni kitus. И я думаю, что в этом большое послание веры и свет, и большая нужда веры и свет в этом мире. Ir manau, kad dėl to tikėjimas ir šviesa turi didžią pasiuntinybę šiame pasaulyje ir pasauliui labai reikia tikėjimo ir šviesos. Если глубоко посмотреть на этот мир, вы увидите, как мало в нем радости. Jeigu giliai pažvelgsite į šį pasaulį, pamatysite, kiek mažai jame džiaugsmo. И вы знаете, есть такой очень большой парадокс. Ты смотришь все телеканалы, но у них всех как бы веселые передачи. Yra didžiulis paradoksas, peržiūriniai visus telekanalus ir per juos visus rodo linksmybės, linksmas laidas. Иногда это песни, иногда какие-то шутки, но очень-очень часто ты чувствуешь, что это не до конца та радость. Kartais tai būna dainos, kartais juokai, bet jauti giliai, kad kažkaip tai nėra tas džiaugsmas. Что это не та полная радость, о которой говорит Иисус. Tai nėra ta džiaugsmo pilnatvė, apie kurią kalba Jėzus. Вы знаете, сколько в этом мире есть проблем. Ir jūs žinote, kiek šiame pasaulyje esama problemų. И сколько есть одиночества в людях. Kiek daug žmonių išgyvena vienatvę. Сколько есть конфликтов. Kiek daug konfliktų. И сколько есть войны. Kiek daug kariaujama. Вы знаете, сколько войны есть в обществе. Jūs žinote, kiek daug karo slypi mūsų visuomenėje. Мне Ирена вчера сказала, что в вере и свет вы не говорите о политике, потому что вы сразу станете врагами. Irena vakar man sakė, jog tikėjime ir šviesoje nekalbate apie politiką, nes tučtuojau taptumėte priešais. И вы знаете, сколько это в Украине, в Литве, везде. Ir jūs žinote, kiek tai yra taip pat Ukrainoje, Lietuvoje, kaip visur. И знаете, сколько войны есть в семьях. Jūs žinote, kiek daug karo slypi šeimose. Я как психотерапевт, я очень много знаю разных семей. Kaip psichoterapeutas pažįstu labai daug skirtingų šeimų. Иногда семья говорит на сессии, что все думают, что мы такая идеальная семья. Ir dažnai per susitikimo metu šeima sako, visi galvoja, kad mes esame ideali šeima. Но за этим фасадом внутри столько войны. Bet po tuo išoriniu fasadu viduje yra tiek daug karo. И вы знаете тоже, сколько войны в человеческом сердце. Taip pat jūs žinote, kiek daug karo žmogaus širdyje. Сколько в нас внутри конфликтов, и в этом мире сколько людей живут с глубокими внутренними конфликтами. Ir kiek šiame pasaulyje konfliktų, ir kiek pasaulyje yra žmonių, kurie širdies gilumoje išgyvena konfliktus. И вера и свет – это один из инструментов Бога, чтобы дать мир в сердце, в семью, в обществе. Tikėjimas ir šviesa yra vienas iš Dievo įrankių, kad suteikiančių ramybę žmonėms. И все это о нашем сердце, о том, чтобы оно открылось. Ir visa tai liečia mūsų širdį, kad ji atsivertų. И я думал, что вам рассказать о Украине, какой дар веры и свет, какая будет 4-я история о нашем обществе, как вера и свет в Украине изменила что-то в Украине. Galvoju, ką jums pasakyti apie Ukrainą, ką tikėjimas ir šviesa pakeitė Ukrainos visuomenėje. Я расскажу вам маленькую историю. Ir papasakosiu jums mažytę istoriją. Это история о одной парафии в моем городе. Tai istorija apie vieną iš mano miesto parapijų. В этой парафии удивительная литургия для детей.
Toje parapijoje nuostabi liturgija vaikams. Этой литургии я пришел в эту парафию со своими детьми, поют веросветские песни. Tos liturgijos metu į tą liturgiją atėjau kartu su savo vaikais, giedama tikėjimo ir šviesos giesmės. На этой парафии нет веры и света. Toje parapijoje nėra tikėjimo ir šviesos, Но на этой парафии все дети берутся за руки, bet joje visi vaikai susima už rankų и священник приглашает их к алтарю. ir kunigas kviečia juos prisiartinti prie altoriaus. И в этой литургии столько простоты и общины, и столько близости и радости. Ir toje liturgijoje slypi tiek daug artumo, bendruomeniškumo, džiaugsmo. И столько семей со всего города едут со своими детьми на эту литургию. Ir daugybė šeimų iš viso miesto važiuoja su savo vaikomis į tą liturgiją. Все они чувствуют, как здесь что-то такое хорошее. Ir visi jie jaučia, kad ten yra kažkas nepaprastai gero. И наши дети говорят, поедем на литургию. Обычно дети не хотят, они говорят, нет, мы хотим, мы едем туда. Paprastai vaikai nenori važiuoti į liturgiją, o mūsų vaikai sako, važiuokime, mes ten norim važiuoti. Секрет этой литургии, что ее ведет священник, который много лет был капелланом веры и света. Šios liturgijos slėpinys tai yra kunigas, kuris daugybę metų buvo tikėjimo ir šviesos kapelionas. Когда он пришел в веру и свет, он был очень испуганным священником. Kai jis atėjo į tikėjimą ir šviesą, buvo labai įbaugintas, išsigandęs kunigas. Знаете, что иногда священники очень испуганы. Jūs žinote, kad kunigai dažnai labai įsigandę. Они чувствуют себя в роли, что они должны все знать, они должны свидетельствовать Бога, но иногда у них есть внутри конфликты, которые они не знают, что с ними делать, и тогда они проповедуют. Jie jaučia, kad jie turi daug žinoti, jie turi skelbti apie Dievo žodį, bet jų širdyje slypi konfliktai ir tada jie pradeda daug pamokslauti, per daug pamokslauti. Хотят руководить или хотят быть важными. Tada nori vadovauti, būti svarbus. Но их сердце тоже может быть не открыто. Bet jų širdis taip pat gali būti užverta. И я преподаю во Львове в семинарии. Ir aš dėstau Lvovo seminarijoje. И я вижу, как много этих семинаристов, студентов, сколько они учатся здесь. Ir matau, kiek daug tų seminaristų mokosi, dirba su savo galva. И в их образовательной программе очень мало чего для сердца. Ir jo mokymo sistemoje, programoje yra tiek mažai kažko, kas būtų skirta širdžiai. Этот молодой священник, он был преобразован верой и светом. Он открыл в ней свое сердце. O tas jaunas kunigas buvo išugdytas tikėjimo ir šviesos, jis ten atvėrė savo širdį. Он глубже понял Бога и стал ближе к Богу. Jis giliau atrado Dievą ir tapo artimesnis Dievui. И он преобразился, как Иисус на горе преобразился. Ir jis persimainė, kaip Jėzus persimainė ant kalno. Он излучает много света. Jis skleidžia daug šviesos. Его избрали даже протоегуменом, главным над всеми монахами в его ордене. Jį netgi išrinko pačius protojegumenų, pačius svarbiausių vienuolių jo ordine. Хотя он никогда даже об этом не думал, потому что он очень простой из деревни парень. Он и еще не очень даже образованный. Он всегда говорил, что... Bet jis niekada apie tai negalvojo, nes jis jautėsi labai paprastas ir tikrai buvo labai paprastas kaimietis ir jam net atrodė, kad jis nedaug menkai išsilavinęs. Благодаря тому, что вера и свет поменяла его, он очень много сделал в своем монастыре по-другому. И он делает столько всего хорошего. И плоды этого растут. Dėka to, kaip jis buvo perkeistas tikėjime ir šviesoje, jis galėjo atlikti daug gerų dalykų savo ordine. Я думаю, что каждый из вас мог бы много рассказать разных историй о вере и свет, о тех чудесах, которые она делает. Manau, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte daugybę istorijų papasakoti apie tikėjimą ir šviesą, kokius stebuklus per tikėjimas ir šviesą daro. И вчера Кристина и Ирена мне рассказывали о многих историях и о том, как глаза у людей светились, когда они смотрели на веру и свет. Ir vakar Kristina ir Irena daug pasakojo man istorijų apie žmonės, kurių akis spindėjo dėl tikėjimo ir šviesos. Но сейчас есть одно большое но. Tačiau dabar yra vienas didžiulis bet. Мы знаем, что вера и свет это что-то может быть очень прекрасное. Žinome, jog tikėjimas ir šviesa gali būti kažkas labai nuostabaus. Но мы знаем тоже, что вера и свет
это организм, который нуждается в уходе, Bet taip в pat пище. žinome, jog tikėjimas ir šviesa yra organizmas, kurio reikia rūpintis, jį maitinti. Что вера и свет это как сад. Kad tikėjimas ir šviesa yra kaip sodas. Мой дедушка покойный был садовником. Mano jau miręs senelis buvo sodininkas. И от него я научился, что о саде очень много нужно заботиться. Iš jo išmokau, kad sodų reikia daug rūpintis. Что если ты не ходишь каждый день в свой сад и там не смотришь за деревьями, он может усохнуть. Jei tu kasdien neini į sodą ir neprižiūri medžių, jis gali pradėti džiūti. Есть столько этих разных паразитов, которые налетают на яблоньки, едят их листья. Yra tiek daug parazitų, kurie puola obelėles ir ėda jų lapus. И если весной ты не побелишь деревья, не побрызгаешь там чем-то специальным, может никакого плода не быть. Ir jei pavasarį tu nenubalinsi medžių, nepapurkši jų kažkuo, jie gali neduoti vaisių. И от дедушки я узнал, что это очень большая и сложная наука. Iš savo senelio sužinojau, jog tai didžiulis ir nelengvas mokslas. И что для этого нужно не только иметь знания и руки, которые работают, но тоже нужно иметь сердце. Ir kad tam reikia ne tik turėti žinių ir rankų, kuriomis galima būtų dirbti, bet taip pat reikia širdies. Чтобы быть садовником, нужно иметь ум, руки и сердце. Norint būti sodininku, reikia turėti protą, rankas ir širdį. Вы знаете, что вера и свет тоже очень нуждаются в сердце, в уме и в руках. Jūs žinote, kad tikėjimui ir šviesai taip pat labai reikia širdies, proto ir rankų. И что она очень нуждается в людях, которые заботятся о ней. Ir kad tikėjimui ir šviesai labai reikia žmonių, kurie jo rūpintųsi. Которые дают этому саду хорошую пищу. Kurie teiktų tam sodui gerą maistą. Которые заботятся, когда что-то сломается, и которые исцеляют то, что сломалось. Kurie rūpinasi, kai kažkas sulūžta ir gydo tas sulūžusias vietas. Которые защищают этот сад от плохих вещей, которые могут туда занестись. Kurie gina tą sodą nuo visokių blogybių, kurie gali jame įsiveisti. Формация веры и свет – это школа садовничества. Tikėjime ir šviesoje formacija tai sodininkystės mokykla. Я вас приглашаю 3 дня быть садовниками, учиться быть садовниками. 3 dienas kviečiu jūs būti sodininkais ir mokytis jais būti. Иисус наш великий учитель садоводства, все Евангелие о винограде и о саде. Jėzus yra didysis sodininkystės mokymas, atminkime Evangeliją apie vynogyną, apie vynmedį ir sodą. И эти 3 дня мы будем изучать науку садовничества в саде веры и свет. Ir tas 3 dienas mes mokysime sodininkystės meno tikėjime ir šviesoje. И поэтому я хочу предложить вам сейчас что-то сделать. Todėl dabar norėčiau pasiūlyti jums kai ką padaryti. Я хочу предложить вам поделиться на двое, по парах. Kviečiu jūs pasiskirstyti po 2. И кто-то один из пары будет скульптором, Ir kuris nors vienas iš tų 2 bus skulptorius, а другой человек будет глиной. o kitas žmogus bus molis. Чтобы быть на формации, нужно стать как глина. Tam, kad būtume formacijoje, turim tapti kaip molis. Потому что на формации мы разрешаем Богу нас вытискать и что-то из нас лепить и чему-то нас учить, преобразовывать нас. Todėl, kad formacijos metu mes leidžiame Dievui mus minkyti, lipdyti ir kažką kurti iš mūsų. И самое большое, что мешает формации, это когда глина очень жесткая. Ir labiausiai formacijoje trukdo tai, trukdoma tada, kai molis kietas. Когда мы думаем, что мы все знаем, и что мы ничего не хотим, и bыстрее бы все это окончилось. Kada mes galvojame, jog viską žinome, nieko nenorime ir greičiau visą tai pasibaigtų. Что лучше там уехать, или здесь холодно, или что-то еще. Ir kad geriau išvažiuoti, arba čia šalta, arba dar kas nors. А каждый момент формации это прикосновение. Bet kiekviena formacijos akimirka tai prisilietimas. И нужно стать мягким, чтобы это прикосновение могло оставить след. Ir reikia tapti minkštu, kad tas prisilietimas paliktų pėdsaką. У меня есть очень большой друг, моя коллега, с которой мы работаем.
turiu didžiulį draugą, tai mano kolegė, su kuria dirbame kartu. И она мне сказала, что если она бы была скульптором и делала скульптуру человека, Ir ji man sakė, jei būtų skulptorė ir darytų žmogaus skulptūrą, она бы всю поверхность сделала в форме отбитков рук. ji visą paviršių padarytų žmogaus delnų antspaudų paviršių. Каждый из нас это плод тех касаний других людей, которыми мы встречались в жизни. Kiekvienas iš mūsų esame vaisius prisilietimų tų žmonių, su kuriais esam susitikę gyvenime. Сейчас скульптор будет творить скульптуру дерева. Ir dabar skulptorius tvers medžio skulptūrą. И вы используете эту площадь, вы ставите глину и лепите дерево. Ir jūs išnaudosite šią erdvę, jūs lipdysite medį. И вы делаете это без слов. Ir tą darysite be žodžių. И когда вы слепите свое дерево, Ir kada jūs nulipdysite savo medį, просто сядьте возле него, tiesiog atsisėskite смотрите на него. prie jo ir žvelkite į jį. Хорошо? Gerai? Gerai. Фотографии с Украины. И я думаю, что это такой очень таинственный сад, очень сокровенный сад. Manau, jog tai labai slėpiningas ir šventas sodas. И я хочу пригласить каждого из нас прислушаться к тайне этого сада. Ir noriu pakviesti kiekvieną iš jūsų įsiklausyti į to sodo slėpinį. И когда я вслушиваюсь в этот сад, я в первую очередь слышу, что этот сад знает много страдания. Ir kai aš įsiklausau į šį sodą, pirmiausia, ką girdžiu, tai, jog šiame sode yra daug kentėjimų. И одно из главных посланий этого сада, что не нужно убегать от страдания. Ir viena iš svarbiausių pasiuntinybių šiame sode yra tai, jog nereikia bėgti nuo kančios. Что это может быть очень страшно, но когда мы останемся, мы откроем сокровище. Jog tai gali būti kažkas labai baisaus, bet kai mes liksime tame, mes galime atrasti lobį. И вы знаете, я очень изучаю, почему люди боятся, когда люди имеют ограничения, почему люди боятся общаться. Kodėl žmonės bijo bendrauti, kodėl yra tie apribojimai. И когда у нас была встреча во Львове Жана Ване, я пригласил очень многих людей, которых я знал. Kai Lvove buvo susitikimas su Žanu Vanje, pakviečiau daugybę žmonių, kuriuos pažinojau. И было очень много наших друзей из веры и свет, людей с ограничениями. Ir buvo labai daug bičiulių iš tikėjimo ir šviesos, žmonės, kurie pažįsta apribojimus, turi negalias. И некоторые из тех людей, которые я пригласил, они убежали. Ir kai kurie iš mano pakviestųjų žmonių pabėgo. Они сказали мне, я не могу смотреть, это слишком больно для меня или слишком страшно для меня. Jie sakė, aš negaliu žiūrėti, tai per daug skausminga arba per daug baisu man.
Я думаю, наверное, есть очень много причин, почему нам страшно иногда смотреть. Aš manau, jog gali būti daug priežasčių, kodėl kartais mums baisu žiūrėti. Возможно, мы пугаемся за себя больше. Gali būti, jog daugiau mes baiminamės dėl savęs pačių. Мы как бы видим, что какие мы все как люди ранимые, и мы тоже можем быть такими хрупкими. Mes žinome, matome, kad mes visi kaip žmonės esame labai pažeidžiami ir kad mes patys galime tapti ir būti tokie trapūs. И мы пугаемся, потому что мы не знаем, как быть вместе. Ir mes baiminamės, nes nežinome, kaip mums būti drauge, Что говорить. ką kalbėti. Специально как быть с кем-то, кого страдания нельзя так просто уничтожить. Ypatingai, kaip būti su kažkuo, kurio kentėjimu negali taip lengvai sunaikinti. И арка, и вера, и свет началась с того, что Жан не убежал от этого страдания. Ir arka bei tikėjimas ir šviesa prasidėjo nuo to, kad Žanas nepabėgo nuo šios kančios. Если вы помните эту историю, он и шел по этой деревне Франции, и он видел людей за забором, и он не мог идти дальше, он остановился. Jeigu jūs atmenate tą istoriją, jis ėjo per Prancūzijos kaimą ir matė tos tvorą aptvertus žmonės ir jis nenorėjo praeiti pro šalį. И он услышал эти слова, которые не были сказаны: «Любишь ли ты меня? Хочешь ли ты быть моим другом?» Ir jis išgirdo tos žodžius, kurie nebuvo ištarti balsiai. Ar tu myli mane, ar tu nori būti mano draugas? Я думаю, что если мы будем смотреть друг на друга, на всех людей, мы услышим эти же слова, которые идут от каждого человека. Aš manau, jeigu mes žvelgsime vieni į kitus, į kiekvieną žmogų, mes matysime šios žodžius, kurie sklinda iš kiekvieno gelmės. Потому что страданий очень много в каждом сердце. Todėl, kad kiekvienoje širdyje yra daug kančios. И каждое сердце ждет друга. Ir kiekviena širdis laukia draugo. И он называет нас друзьями. O jis mus vadina draugais. Чтобы мы ответили: да, я хочу быть другом. Tam, kad mes atsakytume, atsilieptume, taip, aš noriu būti draugu. Я не буду убежать, я останусь. Aš nepabėgsiu, aš pasiliksiu. И этот сад о том, как люди остаются. Ir tas sodas byloja mums apie tai, kaip žmonės pasilieka, Как они пускают корни в одну землю. kaip jie įleidžia šaknis į tą pačią žemę, Как они не боятся остаться. kaip jie nebijo pasilikti. И как они переживают вместе этот переход от смерти к воскресению. Ir kaip jie drauge išgyvena tą perėjimą nuo mirties link prisikėlimo. И я думаю, самое важное, с чего начинается вера и свет, это с того, чтобы смотреть друг на друга глазами сердца. Manau, jog pats svarbiausias dalykas, iš kurio prasideda tikėjimas ir šviesa, tai žvilgsnis vienas į kitą širdies akimis. Я очень люблю маленького принца Экзюпери. Labai mėgstu Egziuperį mažąjį princą. Там есть слова, когда он говорит, что самое главное глазами не увидишь, хорошо видит только сердце. Ten yra žodžiai, kuriais sakoma, jog tai, kas svarbiausia, yra nematoma akimis, bet matoma tik širdimi. У нас в Украине был поэт такой Василий Стус. Ukrainoje turėjom tokį poetą Vasilijų Stusą. Он был диссидентом, и он умер в советские времена в лагерях. Jis buvo disidentas ir sovietmečių mirė lageriuose. И когда его последний раз арестовывали, Ir kai paskutinį kartą jį areštavo, он в коридоре дали ему попрощаться с сыном. koridoriuje jam leido atsisveikinti su sūnumi. И он знал, что, может быть, он никогда больше не увидит своего сына. Ir jis žinojo, jog galbūt daugiau jis niekad nepamatys savo sūnaus. И он сказал ему: Ir jam pasakė: мой сын, Sūnau, я хочу, чтобы ты смотрел на этот мир noriu, kad į šį pasaulį žvelgtum широко раскрытыми глазами, plačiai atvertomis akimis, а не через узкие щелочки, o ne per siaurus plyšelius, через которые смотрят на мир большинство людей. per kuriuos į pasaulį žvelgia daugelis, didžioji dauguma žmonių. И я думаю, если мы
рискнем открыть эти щелочки и открыть свое сердце, Ir manau, jog jeigu mes surizikuosime atverti tos plyšelius ir atverti savo širdis, мы услышим, что в нашем сердце тоже это то же самое желание быть другом. mes pamatysime, atrasime savo širdyje slypinti tą patį troškimą būti draugu. И что это, возможно, самое глубокое желание человеческого сердца, это желание единства. Ir galbūt pats giliausias žmogaus širdies troškimas yra vienybės troškimas. И истинности такой настоящей дружбы. Tiesos, tikros draugystės troškimas. И вера свет – этот сад о том, что случается, когда люди вместе друзья, когда они вместе в пути, как друзья. Ir tikėjimas ir šviesa yra tas sodas, kuriame galime matyti, kas atsitinka, kai žmonės susitinka ir pasilieka. И тайна этого сада о исцелении через дружбу. Ir šios sodos slėpinys yra išgydymas per draugystę. Я хочу вам рассказать очень маленькую историю. Noriu jums papasakoti trumpą istoriją О сыне Тамары, о Юре. apie Jūrą, Tamaros sūnų. Он тоже был грустный, он тоже молчал, и он тоже был очень скованный. Jis taip pat buvo liūdnas, tylėjo, buvo susikaustęs. И он тоже возродился. Jis taip pat atgimė. И момент, который был символом его возрождения, Ir ta akimirka, kuri tapo jo atgimimo simboliu, был на одной встрече общины, когда он встал во время трапезы и сказал, что хочет сказать стихотворение. ir įvyko per bendruomenės susitikimą, kai jis atsistojo ir pasakė, jog nori pasakyti eilėraštį. И он сказал, что это его собственное стихотворение. Ir pasakė, jog tai jo paties sukurtas eilėraštis. И мы были удивлены, потому что он не умеет ни читать, ни писать. Mes labai nustebome, nes jis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. И тогда, как и сейчас, тоже была весна. Ir tada, kaip ir dabar, taip pat buvo pavasaris. И когда вы ехали, вы, наверное, видели в окно, сколько всего цветет. Ir kai jūs važiavote čia pro langą, turbūt matėte, kiek daug visko žydi. И Юры стихотворение было о том, что все цветет. O Jūros eilėraštis kalbėjo apie tai, kad viskas žydi. Он сказал весна, Jis pasakė pavasaris, яблоньки цветут, obelėlė žydi, грушки цветут, kriaušytės žydi, сливки цветут, slyvutės žydi, алыча цветет. kažkas irgi žydi. И потом он окончил все садовые деревья, он перешел на овощи. Ir kai jis pabaigė visus sodo medžius, jis perėjo prie daržovių, Помидоры цветут, pomidorai žydi, капуста цветет, и буряк цветет. irgi žydi. И потом он улыбнулся, и он сказал, O tada nusišypsojo ir tarė, картошка цветет. bulvė žydi. И Юра стоит в картошке, и Юра тоже цветет. Oi. И я думаю, в этом тайна этого сада, что каждый из нас призван зацвести. Ir tai yra šios sodo slėpinys ir paslaptis, jog kiekvienas iš mūsų esame pašaukti pražysti. И вы знаете, некоторые деревья очень скоро расцветают, а некоторые долго. Ir žinote, kad kai kurie medžiai labai greitai pražysta, o kai kurių reikia palaukti. И некоторым деревьям нужно 2-3 сезона, когда они не цветут, потом они O зацветут. kai kurie medžiam prireikia 2-3 metų, kai jie nežydi, tam, kad jie pagaliau pražystų. И тоже каждое деревья в разное время приносят плод. Ir kiekvienas medis skirtingų laikų neša vaisių. И я думаю, что в наших общинах каждый, родители, друзья, люди с ограничениями, капелланы, все должны расцвести. Ir aš manau, kad mūsų bendruomenėse visi, kiekvienas, draugai, tėvai, žmonės su negale, kapelionai, visi turi pražysti. В хорошем саду каждое дерево важно, никакое дерево не есть забыто. Gerame sode kiekvienas medis brangus ir ne vienas iš jų nėra pamirštas. И садовник любит каждое дерево. Ir sodininkas myli kiekvieną medį.
Я помню один лагерь, на котором был маленький мальчик, сын одной из друзей из веры и света. Atsimenu vieną stovyklą, kurioje dalyvavo mažas berniukas, vienos tikėjimo ir šviesos draugės sūnus. И мы играли в индейцев, мы бегали, там, мы кричали, мы были очень счастливы. Žaidėme indėnus, bėgiojome, šūkavome, buvom labai laimingi. У этого мальчика не было папы, его родители разошлись, и он был тоже, он не хотел бегать. O tas berniukas neturėjo tėčio, jo tėvai išsiskyrė ir jis nenorėjo bėgioti. И он говорил, я не умею, я не знаю играть. Ir jis sakė, aš nemoku žaisti. Мы очень его так, как-то вовлекли, и мы очень им все время говорили ему, мы тобой очень гордимся. O mes jį kažkaip įtraukėme ir nuolat sakėme jam, jog tavimi labai didžiuojamės. И тогда он побежал к своей маме, и он бежал и кричал, мама, я гордость нашего племени. Ir tada jis pribėgo prie savo mamos ir bėgdamas šaukė, mama, aš esu mūsų genties pasididžiavimas. И я думаю, что это дар людей, которые имеют ограничения интеллектуальные, раскрыть сердце. Ir aš manau, kad būtent proto negalią turinčių žmonių dovana yra atverti širdį. Потому что тайна этого сада в том, что в человеке самое важное – это его сердце. Todėl, kad šio sodo paslaptis yra, jog žmoguje svarbiausia yra širdis. Вы знаете, в этом столетии мы это забыли. Ir žinote, šiame šimtmetyje mes tą pamiršome. Мы живем в очень интеллектуальные времена. Mes gyvename labai intelektualiais laikais. Когда столько этих современных технологий и компьютеры, все образованные, и все хотят все больше знать. Kada tiek daug šiuolaikinių technologijų, kompiuterių, visi išsilavinę ir tiek daug žmonių, visi nori kuo daugiau žinoti. В этом столетии люди забыли, что есть разная интеллигенция. Šiame šimtmetyje žmonės pamiršo, jog esame skirtingo protingumo, skirtingos inteligencijos. Интеллигенция рациональная, эрудиция, или как бы мы ее ни называли. Jog yra proto inteligentiškumas, erudicija, ar kaip tą be pavadintume. Есть интеллигенция сердца. Yra širdies И inteligencija. есть вещи, которые можно знать только сердцем. Ir yra dalykų, kuriuos galime žinoti tik širdimi. И это самые важные вещи. Ir būtent tai yra patys svarbiausias dalykas. Можно прочитать очень много книг о любви. Galime perskaityti daugybę knygų apie meilę. Можно написать диссертации о любви. Galime apie meilę parašyti Можно disertaciją. преподавать психологию любви. Galime dėstyti meilės psichologiją. Но это совсем не значит, что ты будешь знать любовь и жить любовь. Bet tai visiškai nereiškia, jog tu pažinsi meilę ir gyvensi meilę. Мы в этом столетии нуждаемся не просто в людях, которые много знают, Šiame šimtmetyje mums reikia ne tik žmonių, kurie daug žino, в людях, которые мудрые сердцем и которые любят. bet ir žmonių, kurie turi išmintingą širdį ir myli. Потому что мы с вами есть свидетели, что как люди могут этим умом, который оторван от сердца, создать бомбы и уничтожить эту планету. Esame liudininkai, kaip tie žmonės, besinaudodami protu, kuris yra atskirtas nuo širdies, gali sukurti bombas ir naikinti. Песня этого сада, она не о том, что ум не важен. Ir šio sodo daina, giesmė nėra apie tai, jog protas nieko nereiškia, Но о том, что в человеке центральное это его сердце. bet apie tai, kad svarbiausia žmoguje tai jo širdis. И этот сад еще о том, что человечество это мозаика. Ir šis sodas kalba apie tai, jog žmonija tai mozaika. Я вчера слушал, мне Пранос рассказывал немного о истории Литве. Vakar klausiausi Prano, kuris man pasakojo apie Lietuvos istoriją. И ваша история очень похожа на нашу историю. Ir jūsų istorija labai panaši į mūsiškę. У нас тоже было очень много людей, которые были депортированы, убиты. Mūsų tautoje taip pat buvo labai daug žmonių, kurie buvo ištremti, užmušti. И Пранос мне показывал фотографии, O Pranas man rodė nuotraukas, как эти коммунисты убитых людей оставляли на улицах изувеченными, чтобы другие боялись, смотря на них и боялись. kuriuose buvo matyti, kaip komunistai tuos nužudytus žmonės palikdavo išdarkytus gatvėse tam, kad kiti žmonės į juos žvelgdami bijotų.
И это очень страшная травма. Ir tai labai didelė trauma. В Украине коммунисты сделали голод, когда люди умирали с голода. Ukrainoje komunistai privertė žmonės badauti, kai jie mirė iš bado. Когда 10 миллионов людей умирали, и они тоже были на улицах, и всем было страшно. Ir kai 10 tūkstančių žmonių, milijonų žmonių mirė gatvėse, buvo gatvėje, jiem taip pat buvo labai baisu. И потом, понимаете, много поколений имеют закрытое сердце. Ir dėl to daugybė kartų turi užvertą širdį. Когда они помнят, что может сделать человек человеку, они боятся друг друга. Kai jie atsimena tai, ką žmogus gali padaryti kitam žmogui, jiem ima bijoti vienas kito. И мне Кристина вчера говорила, что есть такое поколение, которое было между этим и этим, которое вообще умерло, которое не нашло себя в этой жизни. Ir vakar kalbėjom apie tai, jog yra tokia tam tikra karta, kuri išgyvendama tuos baisus laikus tarsi mirė, neatrado savęs. И что потерялась эта связь между поколениями, и люди потеряли корни. Ir kad atitrūko, kad buvo prarastas ryšys tarp kartų ir žmonės prarado savo šaknis. И я думаю, что это очень важно вернуть в этом мире эти корни и доверие человека к человеку. Aš manau, jog šiame pasaulyje labai svarbu sugrąžinti tas šaknis ir žmogaus pasitikėjimą kitų žmogumi. Когда я ехал сегодня в автобусе и смотрел на Литву, я думал, какая она красивая. Ir kai šiandien važiavau čia, žiūrėjau į Lietuvą ir galvojau, kokia ji graži. Что это так удивительно, что Бог Отец, Он как бы своим детям каждому дал немного земли. Ir tai taip stebina, kad Dievas, būdamas tėvas, savo vaikams davė po gabalėlį žemės. У меня 2 сына, я очень хочу, чтобы они были друзьями. Turiu 2 sūnus ir labai trokštu, kad jie būtų draugai. Бог очень хочет, чтобы разные народы были друзьями. Ir Dievas labai nori, kad skirtingos tautos draugautų. Чтобы им не нужно было что-то друг у друга убирать и драться, и делать друг другу больно. Ir kad jiems nereikėtų vienas iš kito kažką atiminėti, grumtis, peštis ir skaudinti vieni kitų. Чтобы мы могли видеть, что мы все можем быть как мозаика, где каждый важный, каждый красивый, и мы все друзья друг другу. Kaip svarbu matyti, jog mes galime būti mozaika, kur kiekvienas svarbus, kiekvienas papildo vienas kitą. И этот сад поет песню об этой мозаике. Ir šis sodas gieda giesmę apie šią mozaiką. О том, что каждый цветок, он разный. И нет больших, маленьких, лучших, худших. Каждый цветок уникально красивый. Apie tai, jog kiekvienas žiedelis yra unikaliai gražus, nėra mažų, didelių, mažiau gražių. И когда мы все вместе, это выходит такой прекрасный сад и цветник. Ir kai esame drauge, mes sudarome nuostabų sodą ir gėlyną. И вера и свет мне дает надежду верить, что человечество может быть прекрасным. Tikėjimas ir šviesa man suteikia viltį tikėti, kad žmonija gali būti nuostabi. Что много-много людей смогут узнать. Ir kad daugybė žmonių galės pažinti, sužinoti. Узнать, как Мирон, что життя может быть суперфест файным. Ir sužinoti, pažinti kaip Mironas, kad gyvenimas gali būti super fainas. Я хочу окончить музыкой и фотографиями с Украины. Norėčiau užbaigti muziką ir nuotraukomis iš Ukrainos. Сначала будет фотографии тех детей, которым я ездил в интернат. Iš pradžių bus nuotraukos tų vaikų, kuriuos lankiau internatuose. И потом будут фотографии из наших общин. O po to mūsų bendruomenių nuotraukos.
передается через невербальное общение. Ir tai gerai žinoma psichologijoje, nes kiek procentų? 80% informacijos perdodama per neverbalinį bendravimą. Поэтому я хочу пригласить вас, что мы так по кругу, каждый сделает какой-то жест приветствия. Todėl kviečiu, kad kiekvienas ratelį esantis kitam parodytų tam tikrą pasveikinimo gestą. Свой жест. Он не должен быть какой-то большой, сложный. Просто что вам сердце, как оно хочет сказать всем «здравствуйте». Savo gestą, kuris neturi būti kažkoks ypatingas ar sudėtingas, tiesiog kaip jūsų širdis jums pašnabžda. И вы сделаете, каждый сделает свой жест дважды, чтобы второй раз все могли повторить. Ir kiekvienas tą gestą pakartosite antrąjį kartą, 2 kartus, kad visi kiti galėtų jį pakartoti. Хорошо? Gerai? Тогда я начну. И который, может, немножко новые или с кем-то, кому трудно общаться, и они всегда могут где-то быть, одиноки. Bet bendruomenė visada atsiras žmonių, kurie yra arba nauji, arba kuriems sunkiau bendrauti ir jie šiek tiek vieniši. И в общении мы всегда стараемся идти друг к другу. O bendruomenėje mes visada stengiamės eiti vieni link kitų. Стараемся быть не только с тем, с кем нам хорошо, но идти куда-то к новому человеку или к человеку, которому мы призваны с кем строить дружбу. Mes esame pašaukti eiti vieni link kitų ir eiti link tų žmonių, su kuriais esame pašaukti kurti draugystės ryšį. И идти с открытым сердцем. Ir eiti atvertą širdimi. И поэтому я сейчас хочу тоже вам предложить поменяться местами в форме игры. Todėl dabar žaidimo formą kviečiu jūs pasikeisti vietomis. В Украине у нас есть такая игра, она называется «Ветер веет». Ukrainoje turime žaidimą, kuris vadinasi Vėjas pučia. И ведущий говорит, что ветер веет, например, на всех женщин, и все женщины должны меняться местами. Žaidimo vedantysis, tarkim, sako, kad vėjas pučia visas moteris ir tada moteris turi pasikeisti vietomis. И особенность веры в свет, что когда вы поменялись местами, вы должны своими новыми соседями поприветствовать их друг, как бы дать им руку, посмотреть им в глаза. Ir kai jūs pasikeisite vietomis, tai jūs turite pasisveikinti su savo naujais draugais, pažvelgti jiems į akis. Поэтому сейчас ветер веет на всех, кто имеет на себе свитер. Todėl dabar vėjas pučia visus, kurie su megztiniais. Нашу формацию. Toliau tęsime savo formaciją. И мы будем говорить о садовничестве. Ir toliau kalbėsime apie sodininkystę. И первое, что мы будем говорить о садовничестве в первой половине дня, в том, что в саду есть 4 вида дерева. Ir pirmąją dienos pusę apie sodininkystę kalbėsime tai, kad sode yra 4 rūšys medžių. Хороший садовник знает каждый сорт дерева, он знает его природу. O geras sodininkas žino kiekvieną medžio rūšį ir gerai pažįsta jo prigimtį. Он знает, в чем это дерево нуждается, какой его цикл. Jis žino, ko tam medžiui reikia, kokius ciklus jis išgyvena, какие возможные болезни kokios gali jį ištikti lygos и какую пищу, в какой пище нуждается это дерево. ir kokio maisto tam medžiui reikia. И вы знаете, какие это деревья. У нас есть друзья, приятели, родители и капелланы. Ir jūs gerai žinot, kokie tie medžiai mūsų bendruomenėse yra draugai, bičiuliai, tėvai ir kapelionai. И мы поговорим сначала о приятелях, о людях с ограничениями. Pradėsime kalbėti apie bičiulius. И чтобы быть добрым садовником, нужно уметь сердцем так глубоко-глубоко слушать деревья. Norėdami būti geri sodininkai, turime mokėti labai gerai įsiklausyti savo širdimi į medį. И я думаю, это то, что Иисус нас учит в своей жизни. Он очень глубоко чувствовал людей, что им нужно, что в их сердце.
Būtent to mus moko ir Jėzus, jis labai gerai širdimi jautė kiekvieną žmogų. И вы знаете, есть много разных историй о чудесах, которые делал Иисус, но всегда эти истории были в том, что Он чувствовал, что людям нужно, и Он давал им это. Yra labai daug istorijų apie Jėzus darytus stebuklus, bet svarbiausias dalykas tose istorijose, jog Jėzus giliai jautė, ko kiekvienam žmogui reikia ir jis tą darė. И в Евангелии есть часто слова, что Иисус милосердился, что значит, что Его сердце как бы глубоко-глубоко чувствовало. Evangelijose būdavo daug istorijų, kuriuose Jėzus susigraudindavo, parodydavo gailestį. Ne? Милосердился? Он как бы, он глубоко почувствовал его внутренности, как бы он телом почувствовал, как бы он так... Kai jis labai giliai pajausdavo kitus žmonės. И кому-то на свадьбе нужно было вино, кого-то он касался рукой, кого-то он исцелял, кому-то он давал жизнь. Kažkam vestuvėse trūko vyno, kai prie kažko jis prisiliesdavo, kažką išgydydavo. Кого-то он приветствовал, когда он приезжал. O kažką sveikindavo, kai jie atvykdavo. Может, песню для тех, кто приехал. O dabar pagiedosim giesmę dėl tiems, kurie atvyko.